Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача по сводкам ОМВД. С вами в студии Оксана Александрова и традиционно коротко о наиболее интересных происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. В период с 21 по 25 сентября неустановленное лицо путем снятия металлической решетки проникло в помещение ООО «Ремстрой», расположенное на территории элеватора Дом 45, и похитило перфоратор, 2 болгарки, 2 удлинителя, причинив ущерб жителю города Канаш на сумму более 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В период с 2 часов по 11 часов 11 сентября неустановленное лицо, находясь возле кафе «Бистро» города Канаш по улице Фрунзе, с кузова автомашины КАМАЗ из-под мешков картошкой, похитило деньги в сумме 120 тысяч рублей, принадлежащие жителю Республики Дагестан. Возбуждено уголовное дело. За сентябрь месяц на территории города Канаш зарегистрировано 50 преступлений, из которых 11 остаются неочевидными. Раскрыто 4 преступления, ранее совершенных. К административной ответственности привлечено 1492 человека. Разыскано 7 преступников, установлено местонахождение 1 несовершеннолетнего и 4 лиц, пропавших без вести. Уважаемые телезрители, подходит время окончания садоводческого сезона, связанный с массовым уходом граждан со своих садово-огородных участков. Для работ и комфортного проживания дачниками весной и летом завозились инструменты, удобрения, сельхозтехника, бытовое имущество и продукты, часть из которых останется на дачах и в зимний период. И не стоит удивляться по весне, приехав на дачу, что пропало ценное имущество. Этим воспользовались преступники, которые совершают хищение с территории дач и дачных домиков. Обычно предметами хищения становятся предметы из металла, посуда, пиломатериалы и строительные материалы. В связи с указанным полиция рекомендует вывести на зимний период ценные вещи с территории неохраняемых дачных товариществ. Регулярно проверять свои постройки, чтобы позволить выявить хищение в кратчайшие сроки. Поддерживать контакт с соседями на предмет пресечения проникновения посторонних лиц на дачные участки. Принять меры к технической укрепленности дач, установление решеток на окна, укрепление дверных косяков, установки хороших замков и прочее. Полиция предупреждает, при появлении незнакомых или подозрительных лиц необходимо сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 36702, дежурную часть. При обнаружении проникновения или факта кражи не заходите в дома и постройки, не трогайте предметы в целях сохранности следов, оставленных преступниками, и возможности применения служебно-розыскных собак. Не пытайтесь самостоятельно задержать воров, так как это может привести к тяжким последствиям. Постарайтесь запомнить их приметы, транспорт, на котором они передвигаются, и незамедлительно сообщить о них в полицию. В данный период сотрудниками ОДН проведены рейдовые мероприятия по отработке жилого сектора, мест концентрации молодежи, по проверке лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений. Совместно с субъектами профилактики проверены по месту жительства 60 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, а также 36 неблагополучных семей. По результатам рейдов по линии несовершеннолетних составлено: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 5.35 части 1 Кодекса об административных правонарушениях 21 протокол. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения равно распитие алкогольной продукции в общественных местах лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста по статье 20.22 КоАП РФ 2 протокола. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним по статье 14.16 части 2.1 Кодекса об административных правонарушениях 1 протокол. За курение в общественных местах по статье 6.24 часть 1 КоАП России 1 протокол.
Прослушайте информацию о наборе граждан в народную дружину. С принятием федерального закона от 2 апреля 2014 года номер 44 ФЗ об участии граждан в охране общественного порядка существенно возросла заинтересованность граждан в оказании помощи сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка. В настоящее время на территории города Канаш осуществляет свою деятельность народная дружина под руководством председателя Совета ветеранов города Канаш Павлова Александра Николаевича. Народные дружинники оказывают существенную помощь сотрудникам ОВД в обеспечении правопорядка на улицах и иных общественных местах города, участвуют в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений. Содействие народных дружинников сотрудникам ОВД не остается без внимания. Оплата труда на основании положения о материально-техническом обеспечении народной дружины составляет 75 рублей в час. Кроме денежной компенсации, члены народной дружины имеют право на бесплатное посещение муниципальной бани и ФСК «Локомотив». В настоящее время администрацией города Канаш и ОМВД России по городу Канашу проводятся мероприятия по увеличению численности народной дружины. В народную дружину на добровольной основе принимаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста по своим моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья, способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан. Прием в народную дружину проводится в индивидуальном порядке на основании заявления и предварительного собеседования с понедельника по пятницу с 9 часов до 18 часов в отделе МВД России по городу Канашу по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43. Телефон для справок 3 67 06. Отдел МВД России по городу Канашу продолжает набор граждан, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, на имеющиеся вакантные должности: оперуполномоченный отдела уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы ДПС, полицейский, образование не ниже среднего. Заработная плата от 22 до 40 тысяч рублей. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, кабинет 302 или 306. Телефон 367 28 367 92. Внимание, розыск. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство, совершенного в 2005 году, разыскивается Гамге Геннадий Евгеньевич, 1969 года рождения, уроженец Республики Абхазия, который скрылся от следствия. Если кому-то из вас, уважаемые телезрители, что-либо известно о месте нахождения данного лица, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам, которые вы видите на экране. И помните, любая ваша информация для нас важна. На этом наш эфир завершен. С вами в студии была Оксана Александрова. Будьте бдительны и берегите себя.